Новый министр внутренних дел Якутии Владимир Прокопенко встретился с представителями масс-медиа республики. Речь шла о первых впечатлениях полковника на новой должности и проблемах, на которые прежде всего обратил внимание министр. В разговоре с главой МВД участвовал и наш корреспондент Виталий Абрамов. Владимир Прокопенко родился в 1961 году на севере Украины. В правоохранительные органы пришел в 1987 году и начал службу простым участковым. За 27 лет прошел все ступени профессионального роста и стал замначальника УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. Женат, имеет дочь. В Якутию приехал 26 июля, и за его пока недолгую службу в качестве главы ведомства первое, что бросилось ему в глаза, это организация безопасности дорожного движения. Это не только пьяные водители за рулем, а их за прошлую неделю в республике было задержано более 200 человек, но и большое количество ДТП с пострадавшими и погибшими. Мною уже даны поручения руководителю по организации безопасности дорожного движения в городе. Личный состав ГИБДД у нас переведен на усиленный вариант несения службы. Новый министр внутренних дел не намерен делать больших кадровых перестановок, но с его слов на вакантную должность его заместителя из центра представлен человек из Нижнего Новгорода. За эту неделю пообщался практически со всеми руководителями, начальниками служб, подразделений. Все профессионалы работу знают. Полковник Прокопенко, помимо основных направлений работы, как борьба с коррупцией, наркотиками, но и в целом с преступностью, прокомментировал и громкие дела последнего года – пропажу синских детей и убийство Анастасии Сон. Я внимательно изучил те материалы, которые у нас есть, и, естественно, мы сейчас приложим максимально усилий для того, чтобы эти резонансные преступления были раскрыты. Держит под контролем и пропажу малолетней девочки в Алекминске. Конечно, сейчас разные версии мы отрабатываем. Ребенок пропал, и мы там в зоне 2 километров нашли следы от ее сапог, по какому направлению она двигалась. Вот тоже вероятный путь, по которому она могла пойти, полностью практически отработали. А так, новый глава ведомства впервые приехал в Якутию и уже называет республику нашей. Его радует, что здешний климат похож на ямальский и окружают добродушные северные люди. В ближайшие недели намерен выезжать в улусы республики для встречи с населением и знакомства с личным составом ведомства. Виталий Абрамов, Гаврил Дьячков, НВК Саха, Якутск.